Здравствуйте, с вами Николай Борисов и рубрика «На страже». Что произошло в Якутии за неделю и к чему это привело? Начинаем. МВД России сообщила о задержании аферистов. Жертвами интернет-мошенников стали жительницы Марии Эл и Якутии. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что 60-летняя пенсионерка из Намского района перевела 590 тысяч рублей. Аферист представился бизнесменом из Объединенных Арабских Эмиратов. После непродолжительной переписки он признался женщине в любви и предложил замужество. Новый знакомый сообщил, что в качестве доказательства серьезных намерений отправляет ей посылку с дорогостоящими ювелирными украшениями. В нашем распоряжении есть кадры показаний потерпевшей и подозреваемого. Через Инстаграм мы познакомились, разговаривали, а потом на WhatsApp приходили. Сообщение, да? Сообщение. Мы хотели встретиться, ну как-то так. Ага. И он мне сказал, я вам хочу подарок сделать, типа посылку. Потом это фото отправила, что отправил-то. Подарок, да? Подарок, сумки там, колье. Ну, он сказал, через 3 дня, наверное, получишь. Через 3 дня, да, мне позвонили. Первый этот звонок был. Человек с акцентом, не знаю, какого национальности, а так можно понимать. Плохо с акцентом говорил на русском языке, да? Мужчина был. Он сказал, у вас посылка пришла. 31-летний гражданин Нигерии, который обучался в аспирантуре российского вуза по специальности экономика, был задержан в Курске и перевезен в Намский Улус. Я ее звонил 3 раза. Да. И что ты пояснял данной женщине? Чинеду меня сказал, что он отправил эта женщина посылка, что как его девушка, как он меня сказал, что посылка в таможенности, что она нужно заплатить деньги, чтобы могу это забирать. После таможенности он сказал, что она еще надо платить за страховку. Житель Жиганского района был признан виновным в убийстве приятеля во время охоты. Следствием и судом установлено, что в марте 2021 года подсудимый со своим 27-летним приятелем находились на охоте. После совместного распития спиртного между мужчинами возник конфликт, по мере развития которого у подсудимого появился умысел на убийство оппонента. Когда потерпевший уснул, злоумышленник из автоматического карабина произвел в него множественные выстрелы, причинив ранения, от которых мужчина скончался на месте происшествия. Злоумышленник лег спать, а проснувшись, отправился в Жиганск, где рассказал супруге о произошедшем, после чего скрылся. Но длительное время скрываться ему не удалось. Мужчина вернулся в поселок, где под уговорами родственников явился с повинной в полицию. Он был задержан и заключен под стражу. Мужчина признан виновным и приговорен к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Переходим к пожарам. О ситуации нам ежедневно сообщает оперативный штаб. Мы же возьмем для обзора очень странную ситуацию. Сбор средств на помощь добровольцам стал причиной конфликта между активистами, блогерами и пабликами. Так, паблик Asian of Russia пишет в Instagram. Нам начали писать блогеры из Якутии, что они уже собирают сбор. И почему это мы объявляем какой-то непонятный сбор? Во-первых, мы не знали, что блогеры Якутии организовали сбор. Во-вторых, мы хотели, чтобы люди из других братских регионов смогли помочь хоть как-то. В-третьих, мы не обязаны сотрудничать с блогерами Якутии. Ранее сообщалось, что жители Якутии собрали более 1 000 000 рублей на закупку продуктов и экипировки для добровольцев, работающих на тушении лесных пожаров в республике. Аналогичные сборы объявили и другие паблики из других регионов, что возмутило тех, кто занимался этим ранее. Тем временем общественный добровольческий штаб Якутии объявил сбор добровольцев. Ведь помогать, как говорится, Үстаха Куалута – общепринятый обычай. Напомним, что официальный штаб находится в столице региона по адресу улица Орджоникидзе, 10, 2 этаж, актовый зал. Телефоны единого колл-центра вы видите на своих экранах. На этом все. Берегите себя и нашу природу. Обращайтесь только к официальным и проверенным источникам информации.